Довольно курьезный случай произошел с таджикским мигрантом в Калужской области России. В Обнинске еще на прошлой неделе произошел взрыв на одном из заводов. Жертвами стали трое мигрантов из Белоруссии, Молдавии и Таджикистана. Естественно, что тела погибших были отправлены в морг. Однако на второй день нахождения в морозильной камере выяснилось, что один из мертвецов ожил и пришел в сознание. Им оказался гражданин Таджикистана. Подробности дела и того, кто забрал паспорта мигрантов и кто ответит за несчастный случай на производстве, в комментарии председателя общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова. Похоронить человека, даже они заказали, сказать, можно родственникам идти за гроб. Вот это все говорит, понимаете, как-то вот, даже не отдать, до сих пор не дает им, соответственно, паспорта. Он находится сейчас гражданин Подольский, в ожоговой больнице. Это говорит о том, что можно списать, можно живых таджиков списать. Хотя там были граждане Молдавии, граждане Беларуси. В общем, произошло взрыв, и хозяин был, это все. Он приехал буквально месяц назад, 54-го года рождения, с Минджикентом. Но еще раз говорю, это наша общая беда. Беда в том, что я неоднократно говорил, но это не услышано до сих пор руководство Таджикистана. Практически брошенные дети. Ну, их мы начинаем объявить террористами, мы начинаем говорить их оппозиции. Хорошо, кем бы и чем бы нас ни назвали, но надо, в конце концов, повернуться лицом к своему народу. Человек лежал почти вторые сутки в морге. И об этом уже было сказано, даже не отвезли, а потом даже отвезли, может быть, в больницу, проверили, отказались дальше. Курс. Работодатель вообще отказался, что ли, такого рабочего вообще не было. Мы ради людей готовы жертвовать собственной нашей истории нашими, и обычно нет. Но надо делать все ради людей, а не ради конкретно нескольких личностей или называемых высокопоставленных чиновников Таджикистана и России.